Все, пошло. Уважаемые коллеги, хотим вам представить образовательные ресурсы электронные, которые мы разработали с коллегами в университете, в Сыктывкарском государственном университете имени Екатерины Сорокина, который посвящен окружающему миру, первый класс. Что такое образовательный ресурс? Мы основываемся на ГОСТ, который был утвержден в 2009 году. Это электронный образовательный ресурс, который направлен или представлен в электронно-цифровом формате, включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные об этом содержании. Основываясь этим ГОСТом, мы решили, скажем так, выстроить алгоритм работы над электронно-образовательным ресурсом. Ну, первый большой этап, и он самый сложный, как оказался на практике, это предварительная работа. Первое – это формулировка собственной исходной идеи. В связи с тем, что у нас в школе очень много, вы сами знаете, образовательных систем, всевозможных программ, утвержденным федеральным образовательным стандартом, нам было очень сложно определиться под какую-либо систему, поэтому вот этот этап, он занял больше времени в связи с тем, что мы анализировали эти системы. Дальше, оформление документации на разработку, оценка существующих элементов и составление перечня необходимых специалистов. И в этой области, как раз когда я работала над, собственно, этим электронно-образовательным ресурсом, я подключила к работе моих коллег. Это Терентьева Светлана Николаевна, она кандидат педагогических наук, доцент, а также является директором Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета. И на той стадии, что она носитель языка, коми-языка, и также была подключена Мария Анатольевна Габова, как тоже доцент, кандидат педагогических наук, на уровне именно технической поддержки. Дальше произошел сбор необходимой информации. Большой этап, он состоял из анализа дидактической цели, обоснования, соответствия с федеральным образовательным стандартом. Потом мы разрабатывали содержание, когда мы представляли модули, на данном моменте это у нас сцены, которые определены, разделены, вернее, все содержание на определенные блоки. Мы решили, что это будут сцены, их 9. Эти 9 сцен у нас связаны с коми-промысловым календарем, где есть 9 животных. Они очень логично туда ложатся. Вы далее увидите, я вам продемонстрирую, как это выглядит и как с этим будут потом работать дети. Следующий момент – это дизайн, разработка концепции, выбор медиа, звука, изображения и видео. Здесь тоже было много работы. Это связано с тем, что проводили мы мониторинг тех объектов, которые будут для изображения. Мы отбирали. Мы тестировали детей 6-7 лет. Ну, как тестировали? Мы им показывали разработанные нами эскизы животных, потому что это коми-промысловый календарь, это 9 животных, которые там должны были быть. И вот те, которые набирали большее количество баллов животных, у нас как раз легли в основу нашего пособия. Дальше производство. У нас сейчас на этой стадии, в принципе, чтобы можно было на готовых материалах, то есть каким-то образом распространять. На нынешнем этапе это нет такой необходимости. Я потом расскажу, на каком сайте имеется ссылка на этот продукт, чтобы было легче его найти в сети. Ну и нам остается эта регистрация, сертификация и техническая поддержка. Итак, что же мы взяли для разработки, какое содержание? Окружающий мир. Первый класс. Предназначен он для использования на уроках окружающего мира по разным ОМК. Это Плешаков и Новицкая окружающий мир, первый класс, это школа России. И Вахрушев, Раутина, окружающий мир, первый класс, школа 2100. Итак,
мы определили в соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего образования цель пособия. Это адаптация учебного материала, то есть курса «Окружающий мир. Первый класс» на коми и на русском языках с использованием этнокультурного содержания, что будет способствовать обеспечению успешной адаптации детей, для которых коми язык родной, а в русском обществе, русскоязычном, очень сложно пройти период адаптации. Что это такое? Период адаптации в первом классе он длится приблизительно 1,5 месяца. Все учебники представлены, естественно, на русском языке. Но в селах есть такой момент, когда ребенок в основном говорит на коми, у него все окружение говорит на коми, ему сложно адаптироваться в этой образовательной среде. И в связи с этим очень часто эти дети, бывает, не успевают за учебным процессом. Ну и также наше пособие направлено еще на реализацию одной цели – формирование обучающейся целостной научной картины природного и социокультурного мира, осознанию своего мира в обществе. Итак, задачи. Мы поставили 3 больших задачи. Это достижение предметных и метапредметных результатов, которые требуются по федеральному образовательному стандарту. Также это формирование и развитие универсальных учебных действий в общем у учащихся начальных классов и пропедевтика основных понятий курса, таких как химия, астрономия, физика, литературное чтение и ОБЖ. Итак, какие же познавательные метапредметные результаты мы заложили в реализации данного электронного образовательного ресурса? Это логические действия. То есть вы увидите, когда будет, собственно, курс у вас на руках, что много есть заданий на сравнение, на классификацию, на установление причинно-следственных связей, на подведение подпонятий или замещение и моделирование. Также существуют разработанные нами задания, которые стимулируют осознание и произвольное построение речевого высказывания как на коми, так и на русском языках, как в устной, так и в письменной речи. И рефлексия способов, условий действия, контроля и оценка процесса и результатов их деятельности. Регулятивные метапредметы результаты. Задания, которые направлены на развитие самоконтроля, коррекции и саморегуляции обучающихся. Далее вы увидите, почему мы на регуляцию очень много уделяем внимания, потому что далее я покажу, что это пособие могут дети самостоятельно дома использовать, также с родителями и на уроке. То есть у него более широкий спектр использования. Коммуникативные и метапредметные результаты. В заданиях, которые мы разработали, мы учитывали педагогический принцип, один из главных – это индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Еще раз хочу обратить ваше внимание на условия коммуникации. Если это русскоязычная среда, то, естественно, это будет, мы пособие разработали на 2 языках, как на коми, так и на русском. Поэтому без проблем для освоения собственного содержания этого пособия можно реализовать как с детьми, говорящими на русском языке, но также и на коми. Овладение также монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Личностные метапредметные результаты. Формирование уважительного отношения к людям разной национальности, пола и возраста. Осознание своей этнической принадлежности в Российской Федерации, нравственные нормы поведения в транспорте, на улице, в театре. Также основы экологического сознания и формирование ценностной научной картины природного и социокультурного мира, а также осознание своего места в обществе. Почему здесь важно развивать именно эти личностные метапредметные результаты? После анализа МКД 2 систем было видно, что они, конечно, по-разному, но тем не менее осваивают пространство социокультурное. Это я,
как ученик, и школа, я и мой дом, я и мой город, мое село, моя республика, моя страна и в целом я и моя земля. Вот эти вот не три даже, а вот 9 больших переходов от я и мой маленький мир рядом, и я – это огромный мир вокруг меня, чтобы наш ребенок не потерялся, но при этом он осознавал свою значимость, гордился, что он является представителем той или иной национальности, что он родился здесь, в данный момент, и он учится у нас. Это и мы считаем, как разработчики, одной из важнейших составляющих этого пособия. Итак, какие же мы предполагаем формы организации работы с пособием? Как уже выше было сказано, это индивидуальная, групповая и фронтальная. Где можно использовать? Естественно, на уроках. На каких уроках? Будем уточнять. Так как мы разработали для окружающего мира, в принципе, тогда по образовательной области это окружающий мир, но также можно на русском языке и чтении. Также можно использовать на предметах, таких как изобразительное искусство, технология. Это можно также использовать в дополнительном образовании, потому что представленный материал, как нам кажется, на наш взгляд, достаточно широк в своем аспекте, как изучение родного языка, так и для изучения, собственно, этого поликультурного пространства. Также можно организовывать работу с этим пособием и дома, с родителями, с бабушками, дедушками, а также поиграть со сверстниками. Теперь очень немаловажный фактор техническое оснащение, то есть сама форма, это, собственно, за персональным компьютером и также на интерактивной доске. Поэтому, если, например, интерактивная доска у вас на несколько типов касания, то, в принципе, вы можете легко 2-3 учеников вызывать к доске для решения заданий, которые представлены в пособии. Итак, в пособии кто является действующими лицами? Долго думали над именами. Конечно же, это мальчик и девочка, это ученики 1 класса. Стояла проблема, так как у нас сейчас с вами нет школьной формы, но все-таки хочется торжества, хочется, чтобы ребенок приходил в школу и осознавал, что он ученик. Мы подобрали такую универсальную форму одежды, нейтральных цветов. И имена это Никит и Агни. Итак, вот внешний вид, собственно, пособия. Когда вы будете запускать, вот это будет ваша стартовая часть. Вы видите, представлено 9 животных. Начинать нужно с белочки и по часовой стрелке. Эти животные у нас являются основой для гиперссылок работы в пространстве. То есть с работы с той или иной сценой и модулем. И я, как вам говорила, что это связано с календарем промысловым коми, и эти животные, которые изображены в календаре, являются отражением животных, которые мы нарисовали. Итак, 9 животных, 9 тем. Каждое животное сопровождает эту сцену, эту тему. Итак, первая тема – это «Я и мой дом». Сопровождает белочка. Ученик открывает вокруг нас что-то новое, может рассказать о своей семье, о профессиях, о семейных традициях, о правилах безопасного поведения в быту. Вторая сцена – это дорога в школу. У нас животным является здесь лиса. Кстати, не случайно именно в такой последовательности. Вот эта последовательность как раз идет на календаре. Поэтому мы не могли передвигать эти объекты. Они являются основой для именно сопровождения и по нарастающей. Итак, лиса. Цель этой сцены – овладеть знаниями о правилах безопасности дорожного движения. И там у нас представлена небольшая дидактическая игра, где ученик выполняет задание, может дойти до школы по карте-схеме. Третья сцена – это моя школа. Представляет ее выдра.
Ученик сможет самостоятельно определить назначение кабинетов по их оборудованию: библиотеку, актовый зал, спортивный зал, медицинский кабинет. Далее наш ученик попадает в свой класс, мой первый класс, и сопровождает его лось. Ученик, зная особенности комнатных растений, сможет, например, определить последовательность развития растения, а также определить комнатные растения. Также в этой сцене ученик может определить принадлежности школьные, а также их классифицировать, то есть разделить на школьные принадлежности для ученика и для учащихся. Эта сцена характерна еще тем, что там стоит учителю обратить внимание на объекты, которые мы выделяем. Это технические средства, которые мы надеемся, что есть в каждой школе, и которые сопровождают учебный процесс. Пятая сцена, это деревня. Гость или животное, которое сопровождает гостей, росомаха. Ученик сможет рассказать о традиционном укладе коми-семьи, об архитектурных особенностях жилища, о традиционных праздниках, забавах, классифицировать зимующих и перелетных птиц. Далее путешествие продолжается у нас в Сыктывкар, это столица Республики Коми. И животное, которое будет сопровождать учащихся, это горностай. В этой сцене главной целью является узнать о правилах поведения в общественном транспорте, об архитектурных достопримечательностях, культурных, исторических и промышленных объектах Сыктывкара. 7-я сцена «Моя республика». И очень приятно, что так по случайности, но получилось, что животное, которое сопровождает, это олень. И на календаре вот он идет за горностаем, но перед медведем. И олень у нас тоже является символом, он есть на многих гербах районов. Поэтому здесь что у нас узнает ученик в этой сцене? Природные зоны – это тайга, тундра, о живой и неживой природе, о достопримечательностях республики, о традиционных праздниках именно республики. 8-я сцена, и опять случайно, но все случайности закономерны, у нас, оказывается, по календарю после оленя идет медведь, столица России, и сопровождение – это животное медведь. Ученик в этой сцене узнает об архитектурных и культурных, исторических, спортивных достопримечательностях города Москвы, 7 чудесах России. Путешествует он на различных транспортных средствах. Конечно же, это все виртуально, конечно же, это все в виде небольших мультипликаций, но тем не менее, это там есть. В этой же сцене также, как и в предыдущих сценах, в связи с тем, что у нас нет возможности, чтобы пособие не было очень большим и громоздким, не было возможности видео включать. И у нас не стояла цель снять видео, иначе бы это пособие затянулось на выпуск на несколько лет. Поэтому мы воспользовались интернет-ресурсами и гиперссылками у нас в наших разработанных сценах, в пособии написано, что и как, какие видеоролики представлены на пространстве интернет, пространстве. 9-я сцена – это «Мой дом, моя планета». И представителем является куница. В этой сцене дети узнают о космических телах, звездах, планетах, спутниках, кометах и о нашей планете Земля, таких как материки, океаны, а также разнообразие животного мира. Конечно, у нас не было задачи составить энциклопедию, мы были ограничены рамками 1-го класса. Именно в 1-м классе по данным МКД это рассматривается, в разных объемах, но тем не менее это есть. В связи с этим мы посчитали возможным включить более расширенный материал. Если учителю для подготовки по разным образовательным областям необходима уже готовая информация, то здесь они могут обнаружить и воспользоваться. Итак, структура сцен. Первое – это теоретический материал. Он бывает в устном варианте. С чем это связано? Например, ученик 1-го класса, который к нам приходит, он ведь по идее не должен уметь читать, потому что у него есть добукварный период
и букварный период, то есть когда его учат по букварю, и то есть учат читать. Поэтому теоретический материал где-то представлен в виде только картинок, а в более поздних сценах, конечно же, это уже словесная информация. Дальше. Интерактивные задания есть, материалы для проверки сформированности знаний базового и основного уровня. Также представлен ПОМИ русский словарик. И как поощрение в конце каждой сцены есть пазлы, где ученик собирает тематический пазл по, например, если это была столица, значит по теме столицы. Если это были, например, Республика Коми, то, естественно, это будет Республика Коми. Отличие, там 2 уровня, это количество деталей картинки. 2 уровня, это базовый уровень и повышенный уровень. Кстати, это могут выбирать, опять же, сами дети. То есть это на саморегуляцию, насколько они считают, усвоили свой материал. Но для учителя это, естественно, есть возможность просмотреть, насколько он адекватно оценивает свою деятельность. Конечно, в последних, например, пазлах там много деталей, до 100. Поэтому такой пазл лучше всего собирать в команде. Ну и если у вас есть очень хорошие, отличные дети, то можно собирать и по одному. Дальше. Особенности содержания, которые представлены в этом пособии. Естественно, это теоретический познавательный материал в текстовой и графической форме. Особенностью также являются это интерактивные задачи. Например, исключение лишнего, выбор объектов, классификация, перетаскивание. Дальше материал для проверки сформированности знаний и умений. Также есть ссылки на дополнительные интернет-ресурсы, например, видеозаписи, официальные сайты организации. Мы также подготовили Коми русский словарик, но в рамках данного пособия мы не брали большой словарь Коми русский, поэтому для того, чтобы можно было воспользоваться родителям для, может быть, выполнения заданий, которые учащиеся в школе задаются, для того, чтобы лучше ориентироваться в содержании. Ну и также особенности – это пазл 2 уровней, простой и сложный. Итак, какая же пропедагогическая задача еще раз у нас стоит? Судя о том, какие цели были у сцен, я надеюсь, вы поняли, что очень много базовых понятий по разным образовательным областям начинаем формировать именно уже с 1 класса. Ну, это, естественно, химия, астрономия, физика, ОБЖ и литературное чтение. Итак, как же мы разрабатывали это пособие? Это первое, все объекты рисуночные были разработаны, то есть это персонажи, персонали, в Adobe Flash Professional CS6. Сложная программа, интересная, может быть, когда-то удастся ее до конца освоить, чтобы получилась именно игра. Это моя большая мечта. Надеюсь, что когда-то это будет. Пазлы. GIGC в Puzzle 2. Это в свободном доступе, можно свои картинки там размещать и точно так же получать пазлы. И сцены мы разработали, тоже выбирали оболочку, в которой это можно, чтобы было доступно для всех образовательных учреждений, а также для работы дома. И мы пришли к тому, что Microsoft Office, скорее всего, установлен везде. И поэтому сцены мы разработали, используя PowerPoint. Это и анимация, это гиперссылки на слайды внутри презентации, на внешние ресурсы, это видео и сайты, а также мы триггеры использовали, и также макросы, которые тоже есть в Microsoft Office PowerPoint. Итак, типы интерактивных заданий, которые там предложены. Выбор необходимого объекта среди предложенных, извините, пожалуйста. Составление объекта из частей, классификация объекта, установление соответствия между множествами объектов, также перемещение объектов, составление таблицы, рисование, дорисовывание, ну и другие. Итак, где же нас можно найти?
Наше пособие располагается на сайте финно-угорской лаборатории fullab.ru. Выходите на сайт и ищете учебные пособия, загрузки, учебные пособия. Далее, там группа авторов предлагает разные пособия для разных уровней образовательных систем на коми, на русском языках. Вы увидите наше пособие, которое называется «Электронное учебное пособие по предмету окружающий мир» с аннотацией. И вы увидите «Скачать учебным архивом». То есть вот это для нас с вами, если вы захотите воспользоваться, мы будем очень рады. Можно бесплатно, это никто и нигде за это платить не будет, для вас, для родителей можно использовать. Итак, хочу вам продемонстрировать, собственно, пособие. Вот наши животные. Ну вот, например, наша белочка, первая сцена. Обязательно, когда вот у вас возникает такая картинка, она всегда будет. Если вы не прочитаете внимательно и сразу нажмете ОК, то в принципе все интерактивные задания, они будут отключены. Ничего страшного, если это случилось, закройте все окна и снова откройте. И тогда включить содержимое для этого сеанса. Извините. Немножко повисло. Сейчас еще раз. Итак, секундочку. То, что он загрузился, повис и загрузился без включения. Вот включили содержимое и нажали ОК. Итак, первое это приветствие. Понятно, что на первой сцене у нас приветствие говорит взрослый человек. Это может быть учитель, это может быть тьютор, это может быть и родитель. И вот мальчик Микит. Можно переключать сигналом одним, щелчком на клавиатуре, мышкой, без разницы. И вот смотрите, белочка, которая будет путешествовать, это его дом Микиты, и будет путешествовать и показывать, где спрятано задание. Когда задание у нас не отвечено, значит знак вопроса. Если задание будет выполнено, будет восклицательный знак. Итак, посмотрим. Ну, это профессия. Нужно определить профессию. Сейчас, секундочку. И вот, посмотрите, легко перетаскиваем. Это образы. Микита посередине, бабушка, дедушка, папа и мама. И нужно угадать по внешним признакам или узнать принадлежность к той или иной профессии. Я наугад сейчас делаю, я просто хочу показать, что это все двигается, все активно. Далее вы видите, здесь написано «Проверь себя». Это значит, что ваш ребенок самопроверкой может заняться. Вот он запоминает, где какие он расположил вместе с родителем, или если кто уже читает из детей, нажимая на эту гиперссылочку, он сравнивает, правильно ли он это сделал. Если правильно, значит написано, ты выполнил правильно, молодец. Если ты не выполнил правильно, возвращайся, передвигай, ну, условно скажем, вот таким образом, и проверь себя. Если ты правильно сделал, то тогда вот эта клавиша для тебя. В верхнем правом углу, везде, во всех сценах наше животное, которое с нетерпением ждет, у него задано определенное движение. Нажимая на него, мы возвращаемся на первую сцену. И если вы видите задание, вот здесь как раз был портрет, мы его выполнили, и в связи с этим у нас появился восклицательный знак. Второе задание. Итак, здесь нам нужно показать, какие традиции есть у семьи. Причем ребенку можно озвучивать, прочитать, но при этом интерактивная доска, просто при нажатии они бывают активны. Но если вы прочитаете внимательно, то в принципе все из перечисленных у вас могут быть. Могут быть еще дополнительные, которые можно вот здесь дописать. Если эта сцена выполнена, опять волшебная белочка. Следующее, видите, белочка передвигается, прыгает у нас по большому пространству комнаты. Далее у нас там тоже картина должна располагаться.
мы передвигаем рамочку в соответствии с цветом. Например, здесь нужно установить по цвету рамки. Например, осень это желтая, зима это синяя, зеленая это лето и так далее. Если ребенок, это нужно проверить. Если он сделал неправильно, такие же две клавиши. Эти же две клавиши на протяжении всех наших сцен будут идентичны. То есть получается в нижней части задания есть правильно выполнен, неправильно выполнен. То есть мы даем возможность ребенку исправить свою ошибку. Поэтому я вижу, что я сделал неправильно. Сейчас я буду делать правильно. Например, вот это вот у меня сейчас передвижение. Это у меня осень. Это у меня лето. Пожалуйста. Ну, вот так, например. И проверить. Оказывается, я сделала правильно. Опять же, если ты молодец, если ты сделал правильно, и на белочку. Опять видим знак восклицания. И следующая сцена, она связана с информацией. А именно, нужно понять, по внешнему виду определить, где располагается какой именно объект. И в свете тоже легко все передвигается. Нужно проверить себя. Если неправильно, возвращаемся. Если все правильно, вернулись вперед. Ну и одна из последних заданий в этой сцене – это как раз техника безопасности в быту. Еще раз хочу напомнить, что эти все блоки взяты из УМКД по разным системам. Вот здесь устно, конечно, при помощи родителей или взрослых дети выводят правила поведения себя в быту. Например, с колющими и режущими инструментами. Например, при работе электронных носителей и электричестве, и газ в доме. Когда это все выполняется, есть такая красивая, опять же, во всех сценах она будет. Поздравления, спасибо, молодец, что ты такой хороший, ты выполнил это задание. Это, конечно, мотивационный. И вот пазлы с левой стороны это у нас с вами легкие пазлы, с правой стороны это более сложные. Запускается вот таким нажатием на клавишу. Говорим ок. И вот сейчас вы видите, как загружается пазл. Вот смотрите, вот сразу видно цифра 12, то есть пазлы будут состоять из 12 штук. Play. Вот он сейчас закрыл. Так как сцена была посвящена у нас с вами технике безопасности, нужно знать, как правильно у нас не просто вести себя в быту, а какие службы должны при этом у нас быть. Ребенок должен знать, если случилось несчастье, то в принципе куда он может обратиться. И собирая вот такой плакат, наш ребенок с вами может узнать службу спасения, к которой он может обратиться, если вдруг он видит, что что-то случилось в нашей жизни. Я надеюсь, что с этого не будет случаться. Но вот такой замечательный пазл. Говорится, как я прошла, какой уровень, за сколько секунд. Окей? Эту картинку я могу центровать, то есть она полностью переходит, очень легка в обработке. И если вы видите 112 номер, он демонстрирует о том, что служба спасения, которая нам может прийти на помощь, это скорая помощь, это полиция и также пожарная. Вот такой элементарный пазл, который мы можем с вами собрать по первой теме. И дети с удовольствием это делают. Black, exist, то есть выход. И наша сцена с вами завершена. При прохождении этой сцены мы возвращаемся опять в наш большой круг. Ну, вот можем пройти олень, это олицетворение нашей республики. Опять же, включить содержимое для этого сеанса. И тут, естественно, на протяжении всего периода до вот сцены с республикой уже появляются у нас огни. Они приветствуют наших с вами учащихся при прохождении этих сцен. Естественно, мы хотим показать, что по нашей республике можно путешествовать самолетом. В верхнем левом углу будет развернута книжечка, где будет информация
элементарное, конечно, но очень нужное для детей. Вот для более взрослой аудитории, то есть не для первого класса, конечно, мы вот эти вот цифровые значения вводим. Но мы понимаем, что текст уже к этому моменту может быть использован не только учителями для первого класса, но и более старших детей, поэтому это может быть для них и полезно. Опять-таки, олень у нас является гиперактивная ссылка. Вот у нас с вами представлены все районы республики. Можно работать с любым районом, например, Кослан. Посмотрите, пожалуйста, в каждой сцене обязательно представлен герб, обязательно представлены достопримечательности, которые мы посчитали нужными, которые нашли на сайте района. Дальше идет информация теоретическая о нем. Дальше нужно выполнить задание. Опять-таки, легким перетаскиванием. Я просто показываю, я не отвечаю правильно на вопросы, я просто показываю, как можно это делать, что это легко в доступе. Далее, если это выполнено, например, сертификат. Посмотрите, вот появляется значок видео, то есть это есть ссылка на видеосайт, опять же, герб, достопримечательности, которые мы посчитали, или особенности этого края. Также идет информация, какой район. И нужно перетащить, что является у нас городом, что является у нас районом. Итак, если видите, предыдущий сайт нужно было подписать. Здесь можно уже интерактивная доска писать и определить, какие ягоды. Дальше, если все это правильно выполнено, опять будут у нас с вами пазлы. И вы сейчас увидите, что это на этнографическую тему пазлы. Там путешествие очень интересно. Здесь всего 6 пазлов. Пожалуйста, это, если вы понимаете, это коми традиционный орнамент. Естественно, более сложно и долго собирается. Но вот такой, пожалуйста, они сразу могут увидеть мотив и собрать его. И точно так же по всем сценам. Будем рады вам. Спасибо вам за внимание. И ждем ваших отзывов. Извините.